Пятый этап соревнований по зимнему дрифту Cold Winter 2019 прошел в Якутске. Автолюбители показали все свое мастерство на зимней трассе. Впечатляющие заносы автомобилей увидела наш корреспондент Агафья Гоголева. Зимний дрифт не только один из самых зрелищных видов соревнований на автомобилях, но и одна из самых бюджетных разновидностей отечественного автоспорта. Участники соревнований, как правило, покупают старенькую модель советского автопрома и в гараже доводят машину до ума по своему усмотрению. Именно поэтому данный вид спорта очень привлекателен для молодежи. Тут и адреналин, и скорость, и все это требует небольших вложений. Наша задача привлечь молодежь, чтобы ребята развивали спорт, непосредственно автоспорт, да, и ребятам нравится это занятие с автомобилями. У нас есть даже самый молодой участник, которому 15 лет. Он сам вместе со своим отцом собирает и готовит автомобиль и участвует, приезжает на соревнования. И развитие автоспорта в республике. Дрифт у нас в республике не понимают как автоспорт, но мы хотим его развивать. На старт соревнований вышли 12 пилотов. Среди них Дмитрий Сморыгин, победитель соревнований последних 3 лет. Вот что он вспоминает о своих первых состязаниях. Первый автомобиль мой был «Москвич». Все тогда ездили на иномарках. У меня денег на иномарку не было, но хотелось этим заниматься очень. И поэтому пришлось подготовить бюджетный автомобиль российский. Приехал, поучаствовал, из 16 участников занял 4-е место. И понял, что это мое. И с тех пор потом построил вот эту «Жигу» с отцом. И все, только на ней теперь езжу, не хочу ее менять. Никогда не отдам, не продам. По словам участников, в среднем в год обслуживание автомобиля отечественного производства обходится в 20 тысяч рублей. Но только в том случае, если машина осталась цела после соревнований. Вот что советует новичкам опытный дрифтер. Обслуживание очень дешевое. Как правило, я раз в сезон меняю масло. И в принципе заправляешь, приезжаешь на этапы, она ездит, как иномарка, не ломается, ничего вообще. Редко какие-то нюансы, если что-то в магазине все есть. Недорого, в общем. Доступный автоспорт. Самый доступный, я считаю. Нужно желание, самое главное, и чуть-чуть денег. Но на 100 тысячах рублей можно ехать, в принципе. Лучше сначала с нами поговорить, мы посоветуем. Мы уже обожглись много об что. Не все просто так же, как кажется. Надо машину покупать там с определенными нюансами, смотреть то, все. Чтобы они не обжигались, сразу пускай нас находят. Мы всем готовы подсказать, помочь в любой момент. Следующий 6-й этап соревнований состоится 17 марта, также на озере Птицефабрики. По итогам всех этапов соревнований пилот, набравший 100 баллов, станет абсолютным победителем. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск.